Я родился как мне казалось на тот момент, в нормальной семье, с отцом, с матерью, и жил, и нормально учился, был хорошим парнем, но когда мне исполнилось 12 лет, я узнал, что тот человек, которым я называл своим отцом, он мне не отец. И как оказалось, что mой отец все это время, пока я был маленький, он сидел в тюрьме. Kui Sergei oli saanud 12-aastaseks, vabanes tema isa vanglast. Kahjuks jätkas mees kriminaalset elu ka pärast vanglast vabanemist. See oli pojale halb eeskuju, millest kujunesid valed hoiakud ja suunad poisi tulevasele elule. Никто ничего не замечал. Папа видел, что я так покуриваю. Для него это тоже была норма. Я с его друзьями вместе курил. То есть, для меня это была нормальная жизнь. Но единственное, кто меня останавливал, это мама. И мама мне не давала сильно разогнаться. Благодаря маме я закончил школу, получил образование. И благодаря маме, чтобы опять-таки ее не расстраивать, я работал. И в то же самое время я употреблял наркотики. Isa vastutustundetu suhtumine andis mõista, et elada saab ka ilma õppimise ja töötamiseta. Järgides pahaaimamatult isa eeskuju, algas noore mehe allakäik. Juba 14-aastaselt oli ta regulaarne marihuana suitsetaja, millele hiljem lisandusid raskemad narkootikumid. Noorest mehest oli saanud narkomaan, mida ta lähedaste eest suutis päris hästi varjata. Не заметил, как я уже стал зависимым от героина, и тут началось полностью мое падение вниз. Я потерял работу, поссорился с отцом, меня выгнали из дома. Отец меня вообще видеть не хотел. То есть, если я приходил домой и мамы не было, мы просто дрались с ним. И было очень ужасно. То есть, в конце концов, мама мне уже сказала: слушай, лучше бы ты один раз умер, мы бы тебя похоронили, чем ты мучил нас так. Только тогда я как-то задумался о том, что надо что-то менять. И на какое-то время остановился, поехал в центр реабилитации, пробыл там 2 недели, мне там очень сильно не понравилось. И я уехал. Kuigi noormees käis tööl ja omas sissetulekut, ei piisanud sellest lisaks muudele kuludele selleks, et oma sõltuvust toita. Elu läks väga hulluks. Algasid vargused ja sagenes narkootikumide tarbimine. Я уехал, вернулся домой. Какое-то время еще потрепал нервы родителям. И продолжал употреблять. Употреблял, и в какой-то момент моя девушка, с которой я был тогда, встретила каким-то образом парня. Kuigi Sergei jooksis üsna pea keskusest ära, sai ta siiski üllatuse osaliseks, kui avastas, et tema toakaaslaseks on kasuisa, kes lahkus siis, kui päris isa vanglast vabanes ja koju naasis. Hiljem mõistis mees, et kasuisa nägemine on suunanäitajaks, kuidas oma elu tagasi saada. В один из дней я занимался своими обычными делами, то есть воровал и был под изрядной дозой, но что-то посреди ночи я шел, и что-то внутри меня задало вопрос: а что тебя ждет? И этот вопрос, он как-то коснулся моего сердца, и я действительно остановился и задумался, а что меня ждет? Я начал перебирать варианты. И первый вариант был смерть, второй вариант тюрьма, потом смерть, а третий вариант центр реабилитации. И я подумал: окей, поеду в центр. В центре меня тоже чудом взяли, потому что я приехал в центр под наркотиками, выкурив последнюю сигарету в электричке, уколовшись последний раз. То есть я ехал менять свою жизнь. И
И Бог, Он изменил меня полностью. И начал менять с того, что мои родители, они вернулись ко мне, я с ними помирился полностью, я прошел реабилитацию. После этого я еще каким-то чудом попал в библейскую школу, то есть и там тоже чудеса были. И после библейской школы я стал исполняющим обязанности пастора. Narkomaanist ja kurjategijast oli saanud pahedest vaba ja särav evangelist, kes liikus ringi sõltlaste ja elu hammasrataste vahele jäänud inimeste seas, et aidata neil sirutuda abi järele. Sergei mõistis, et tal pole tulevikku ega elu ja tema sees hakkas midagi muutuma. Palju küsimusi ja mitte ainsatki vastust. Ta oli uue elu alguses, mis sai ühel päeval väga selgeks, kui noor mees oli pandud valiku ette, mis tundus ainuõigena. И еще после этого мне Бог дал вообще замечательную жену. И после этого, после замечательной жены, Он дал мне еще 3 детей. И просто... И все это благодаря Богу. Nii algas Sergeil uus elu Lootuse külas, kus ta sai vabaks sõltuvustest ja teda harjutati tasahaaval samm-sammult käima õiget rada, mille Jumal oli talle valmistanud. Tänaseks elab mees elu, mida võib pidada suureks imeks neile, kes mäletavad veel endist Sergeid ja kellest nad poleks kunagi osanud arvata, et tal saab olema armastav perekond ja et ta võib olla teejuhiks neile, kes on täna seal, kus Sergei ise kunagi oli.